Сегодня прошла первая встреча коллекционеров спустя 2 года карантина. Мы собрали форум коллекционеров специально для того, чтобы встретиться и обсудить насущные проблемы, которые накопились за прошедшее время. Основная проблема – это то, что наше информационное поле сузилось, а также то, что у нас люди отвыкли от встреч, выставок, мероприятий, поэтому мы обсудили это. Также были приглашены специалисты Дома дружбы народов и точки кипения для того, чтобы они рассказали нам о грантовой деятельности для некоммерческих организаций. Также неожиданно наш форум посетил первый президент Михаил Ефимович Николаев. Мы были очень рады его увидеть, этого любимого народом президента. Наши монеты есть? Советские юбилейные 5 рублей. Сколько у тебя? Ой, да я даже не считал. Считай. Тысячи есть? Не, ну больше это интересная серебряная монета. А, вот который такой монеты в этом же было. Это олень упряжка. С Москвы же приехали. Да, в Украине по программе выставка была. Да, вот как раз с этими золотыми монетами. Да, это серебряная. 80. Да. А это серебряная, там была... 10 рублей. Ташкент? Нет, это я уже Москву показал. Но там такая Марка есть? Марки, да? Марки сегодня нет. У нас секретарь правления Раньше коллекционирование было самым распространенным. Филателии, собиратели марок были самые активные. Сейчас, к сожалению, молодежь не увлекается. Untuk buat dalken dari biru itu sih. Untuk bukan dikejarnya. Untuk buat posfoto itu na SSD. Untuk buat na dalken dari baru saja. Biru itu sih step yang dari dari. Monoton. Aras dia bawa kalau butuh tangga. Maka itu tangga jadi mesti. Itu jadi buruk sebab Agora veio construir concurso também, que ele bateu. Eu puxei de rosto, ele não cadê se aqui ele agora também tá bom. Vou ver quem conhece de mim aqui. Isso é que vai ser. Como somos Пионер. Eu justo lá, pioneria. Китайская есть. А самая старая открытка новогодняя красота? Самая яркая открытка. Она вообще у вас? Да, это самое. Начало века, да. Начало века тоже новогодняя. Сегодня я согласилась, когда пригласили, я пришла, потому что вы являетесь сообществом определенным, у вас есть своя идея, и вы работаете, общаетесь, проект должен временной срок иметь, быть уникальным, найти вот самую изюминку. Зачем, почему вы это делаете? Развивает образную память и так далее. Информации очень много заложено именно в почтовых марках, как и выпусках художественной литературы. Это именно то, что знаете. Сейчас наши клиенты на Елизаветном полетели, у нас инициатива еще есть, движется как последние усилия, и вот последний результат у нас проходила в музее «Россия, моя история», недавно
тем не менее, немножко мы продолжаем свою работу. Приглашаем вступить в наши ряды. К сожалению, молодежи у нас сейчас абсолютно нет. Это приходится констатировать. Спасибо. Уважаемые коллекционеры, хочу сказать, здесь сегодня прохладно, поэтому чай и кофе можно здесь наливать, горячее питание, вода. Подходите, стаканы есть. Я хотел бы поблагодарить Никифора, во-первых, за то, что он собрал нас, за то, что он постоянно проявляет некоторую заботу о тех коллекционерах, которые здесь находятся, помогает им, проводит, правда, в последнее время редко, но, надеюсь, почаще выставки. Сейчас лето, как раз вы будете иметь возможность и на улице провести выставки ваших увлечений. Так что, надеюсь, вы будете продолжать такое увлекательное дело. Спасибо. Научились проводить мероприятия онлайн и виртуальные выставки. Теперь, когда вроде как пандемия закончилась, нам нужно возвращаться к прежней жизни и более активно начать участвовать, потому что, судя по ярмаркам, которые проходят в этом году, участников стало меньше. Люди открыли, надо опять по-новому начинать. И в этом очень нужна будет ваша поддержка. Это касается и выставок. То есть выставки надо уже активизироваться и больше участвовать. Колокольчики принесла, да? Колокольчики принесла, 4 продала. И сижу довольная. Очень хорошо. Нет, я даже должна монетки выкупить. Хорошо, если карманы пойдут. Но я также продаю, а потом покупаю. Так же. Я даже дошла до того, что комнатные цветы стала размножать, продавать. У всех так же. Зато не в ущерб семейному бюджету. Покровская районной библиотеки, Балтийской книги. Прямо 10 ящиков. И вот эти книги, вот Покровская районная библиотека передала Сельскую библиотеку. Потому что у них там сложности с набором книг, поэтому вот так. У нас книги по разным темам. Начиная детские, потом по истории, по искусству, все собирают. В основном это... я понимаю. Вкусные книги тоже собирают. Кроме того, я в русском языке назывался это Локсола, дорога жизни, там дорога. И это первая книга у меня, это, ну, я издал свои книги на свои деньги. В детстве собирали значки, это бантики, это, скажем, марки, это артистов мы всех знали на зубов
всем Венерии. С коллекционерами Дом дружбы работает активно по международным праздникам, по знаменательным датам, по республиканским праздникам. Мы проводим разные тематические выставки, и целью, которая является образовательная, просветительская. У нас проводятся не только концерты, пляски, танцы, но и образовательный процесс, образовательная просветительская работа. Эта выставка идет. Дом дружбы народов давно уже работает с коллекционерами, а начала работу Светлана Савична Адамова. Вот ее работу продолжаю. Сейчас я активно работаю с коллекционерами. И в течение года очень много выставок прошли по праздникам, начиная с Нового года. И вот уже сезон завершаем тем, что у нас сегодня первый форум проходит, и 21 мая у нас впервые Дом дружбы пройдет ночь музея, которая называется «Начальник», приуроченная всероссийской акции «Ночь музея». Приходите все, проект начнется с 8 до 11 ночи. Музыка, деревянные, музыкальные инструменты славянской письменности и культуры. Спасибо. Нам нужны экспонаты